В эфире телеканала «Якутия-24 новости», в студии Василий Раченко и главное к этому часу. Пилотную партию вакцины против коронавируса направили в российские регионы. Акцию «Сохраним лес» провели в столице. Целью в этом году стала озеленить заброшенный карьер на 45-м километре Вилюйского тракта. Обзорные экскурсии на воздушном шаре в скором времени станут доступны в Якутске. Организуют их два энтузиаста аэродела. Минздрав России отправил первую пилотную партию вакцины против коронавируса в регионы. Она разработана в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Отмечается, что в рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцины от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Первая партия для профилактики коронавируса была выпущена в гражданский оборот еще в начале этой недели. За минувшие сутки в Якутии выявлено 69 случаев коронавирусной инфекции. Из них 36 в Якутске, 6 в Среднеколымском районе, 5 в Мегино-Кангаласском, 4 в Мирнинском, по 3 в Верхневилюйском, Намском, Нерюнгринском районах, по 2 в Алданском и Чурапчинском и по одному случаю в Вилюйском, Ленском, Нижнеколымском, Татинском и Усть-Алданском районах. За сутки подтвержден один летальный случай от COVID-19. Лабораториями республики проведено более 3200 исследований на коронавирус. Президент поручил защитить россиян от рисков чрезвычайных ситуаций. Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что нужны новые правила работы при осуществлении крупных нацпроектов развития. Они связаны с созданием множества высокотехнологичных объектов с интенсивной эксплуатацией в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. И без всякого сомнения это создает и дополнительные риски техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, констатировал Путин. По его словам, задача государства защитить население и территорию России от подобных проявлений. Для этого он предложил проанализировать нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях – на федеральном, региональном и на муниципальном. На основе этого анализа сделать вывод и предложить такие правила работы, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера. Рейд по маломерным судам сегодня проходит в Якутске. Организаторами выступили Всероссийское общество спасения на водах «Восвод» и ГИМС МЧС России. Специалисты проверяют перевозчиков. В столичном речпорту сейчас находится и мой коллега Сергей Михедов. Сергей, как часто капитаны допускают нарушения? Вася, приветствую. Да, ты правильно сказал, мы сейчас находимся в речпорту в этот замечательный субботний день. Общество «Восвод» совместно с ГИМС вышли на рейд и проверяют суда, проверяют в первую очередь количество людей, которых перевозят в этих маломерных судах. И прямо сейчас мы поговорим с председателем Всероссийского общества «Восвод» у нас в Якутии, Гаврилом Кононовым. Гаврил Иванович, расскажите об обществе «Восвод». Общество «Восвод» является одним из старейших организаций. Она свою историю ведет с 1872 года, а именно у нас в Якутии с 1873 года. В советское время насчитывало около 8 миллионов в Советском Союзе, из них 2,5 миллиона это были юные восводовцы. У нас в Якутии в советское время было около 25 тысяч членов «Восвода». Сейчас мы возрождаем это общество, главной задачей которой является ознакомление с правилами безопасности. Сегодня мы пришли проверить маломерные суда на то, что в каком количестве они перевозят своих пассажиров. Но также у нас еще есть одно мероприятие, которым мы хотели бы поддержать нашего члена «Восвода», который более 6 месяцев находится в красной зоне, борется с ковидом, является медработником. Можно мы поздравим это? Поприветствуем. Раз, два, три. Ваня, мы с тобой! Ну, вот так вот замечательно члены общества поздравили своего друга, товарища, который прямо сейчас борется с коронавирусом. Ну, а вообще, я расскажу немножко о деятельности маломерных судов. Здесь курсирует их примерно около 40. Вместимость разная, от 8 до 12. Есть и более крупные маломерные суда. Ну и сотрудники ГИМС совместно с «Восвод» проверяют маломерные суда, которые перемещаются в некоммерческих целях, общаются с водителями о соблюдении техники безопасности. Ну, на этом у меня все. Василий, тебе слово. Об акции общества «Восвод» рассказал Сергей Михедов. Сергей, спасибо. Мы двигаемся далее.
В этом году около 4000 семей в Якутии получили поддержку с помощью социального контракта. Его разработали в региональном министерстве труда. На создание подсобного хозяйства и бизнеса выделяют в среднем по 155 тысяч рублей. А если семья попала в трудную жизненную ситуацию, их в рамках соцконтракта могут дать помощь в 18 тысяч рублей. В профильном министерстве рассказали, что необходимые бумаги предоставляются в управление или администрацию муниципального образования, городского и сельского поселения. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Министерства труда региона. Также в ведомстве рассказали о дальнейших планах касаемо развития этой меры поддержки. Со следующего года на оказание государственной социальной помощи с федерального бюджета будет оказываться софинансирование и будет расширено направление оказания государственной социальной помощи. Особое внимание будет уделено на поиск работы, на трудоустройство безработных граждан. В частности, это получение профессионального образования и прохождение стажировки. Выставка с говорящим названием «Штыком фашиста-мародера» открылась в Национальном художественном музее. Экспозиция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены плакаты и карикатуры якутских авторов, выполненные в годы войны. На тот момент Молодой союз художников Якутии, организованный в 1941 году, только начал выпускать боевые листы, листовки и сатирическую графику. Работы местных авторов расклеивали на улицах столицы и рассылали в районы республики. Это своеобразные окна ТАСС в якутских условиях, изображающие гитлеровцев в виде животных ничтожными и уродливыми существами. Часть плакатов, напротив, посвящена подвигу советского народа в тылу. На нашей выставке представлены плакаты двух типов. Первые типы плакатов – это сатирические плакаты, обличающие фашистских главарей, Гитлера. И второй тип плакатов уже непосредственно посвящен победе. Хотела бы еще сказать, что и отметить тех художников, которые работали в жанре плаката. Это первый художник, профессиональный художник из народа Саха Петр Романов, Степан Осипов, Лев Габышев. Также можно отметить и старейшего художника Якутии Ивана Васильевича Попова. Акцию «Сохраним лес» провели в столице. Целью в этом году стало озеленить заброшенный карьер на 45-м километре Вилюйского тракта. Сколько удалось высадить деревьев, знает Полина Долинская. Общественники республики во второй раз присоединились ко всероссийской акции «Сохраним лес-2020», основная цель которого – воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – российскому лесу. Местом высадки, как и в прошлом году, выбран заброшенный карьер на 45-м километре Вилюйского тракта. Прямо сейчас за моей спиной проходит подготовка поля, где сегодня будет высажено более 500 саженцев сосны. Этот участок был выбран исходя из того, что это старый разработанный карьер, и на нем возобновление идет очень плохо. Поэтому лесничий якутского лесничества подобрал этот участок, и, соответственно, мы помогаем сейчас природе в восстановлению. Плодородный слой почвы был в свое время уничтожен, так скажем, и, соответственно, лес на нем не произрастает. На песчаной почве этого объекта в основном озеленение происходит с помощью саженцев сосны, так как они более неприхотливые. Но прежде чем что-то посадить, надо что-то вырастить. Саженцы выкапывают на участках, расположенных в зоне линии электропередач, тем самым одновременно решая две проблемы. Взяты все разрешительные документы, совместно выкапываем с департаментом по лесным отношениям, которые также принимают участие и поддерживают проведение этой всероссийской акции «Сохраним лес». Место было выделено надзорными, скажем так, органами. То есть по принципу того, что вновь произрастаемые растения, они легче будут приживаться уже на рекультивируемых землях.
прошлом году силами 300 активистов было высажено более 2000 саженцев, из которых прижилось порядка 70-80%. В этом году, в связи с введенными ограничительными мерами, участие в этой акции смогли принять гораздо меньшее количество людей, которые слаженной работой продемонстрировали, что главное не количество, а качество. В этом году участие принимали подведомственные учреждения и аппарат министерства, байк-клуб «Ночные волки» и другие. Активисты «Молодежка УНФ» совместно с ДСАФ города Якутска, кроме содействия по высадке, развернули полевую кухню. Данный проект оказывает благоприятное влияние на улучшение экологической обстановки республики, а также развивает ответственное отношение к природе. Ведь леса украшают нашу землю. Они учат понимать прекрасное. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Глава Якутии поздравил жителей Алекминска с юбилеем города и 90-летием с момента образования Алекминского района. Основанный почти 4 века назад енисейскими казаками, Острог имеет яркую страницу своей летописи, пронесенную через столетия. Особое место в истории старинного города занимает Спасский собор, 150-летие которого отмечается в этом юбилейном году. Сегодня возрождение исторического наследия стало началом нового витка в духовном развитии территории. В настоящее время Алекминский район является одним из динамично развивающихся сельскохозяйственных и промышленных центров Якутии, где реализуются крупные инвестиционные проекты, строятся социальные объекты, благоустраиваются территории населенных пунктов. В этот праздничный день примите самые искренние и теплые пожелания счастья, любви и благополучия, написал Айсен Николаев. Обзорные экскурсии на воздушном шаре в скором времени станут доступны для жителей и гостей региона, столицы региона. Горожане Степан Перевознюк и Евгений Афанасенко открывают уникальный проект по полетам на воздушном аэростате. Идея организовать их в Якутске появилась давно. Прошлой осенью ездили в Москву, в аэроклуб, и с тех пор началась подготовка. Молодые люди планировали открыть проект в апреле этого года, но отложили планы в связи с эпидситуацией в республике. Обзорные экскурсии на шаре продлятся до конца октября, возобновятся в апреле-мае следующего года. По техническим требованиям в корзине помещаются до 4 гостей без учета пилота. Предварительно маршрут обзорной экскурсии проложили от Тихтюра до Покровска Хангаласского района. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.